цивилизации, когда унифицируется образ жизни, культура народов, проживающих в мире, и остается очень мало очагов, где сохраняются какие-то традиции, обычаи, основанные на глубокой, древней истории, которая имеет большие, глубокие очень корни и на самом деле очень богатая история. Это все имеет отношение к Республике Адыгея. Второе, безусловно, считаю, что нам есть чем гордиться и что показать туристам, приезжающим в Адыгею. И задача-то на самом деле стоит, чтобы вот этот потенциал реализовать, который у нас есть. И здесь мы должны не комплексовать, а вот те хорошие традиции, в том числе и гостеприимство, и все, что связано с этнографией, с кулинарией и так далее, мы смогли экстраполировать, или сказать более простым языком, проецировать в реальный бизнес. Это то, что касается этнографического туризма. Сегодня тренд задается Европой и органами власти. Первые шаги в данном направлении делаются. Это фестивали, которые проходят в Адыгее при поддержке органов власти финансовой. Некоторые из них стали уже брендовыми. Это фестиваль адыгейского сыра, фестиваль черкесской души, люжа, ряд других мероприятий. И, безусловно, и бизнес должен активнее, скажем так, оседлать этого коня для того, чтобы данное направление реализовалось в полной мере и в целом повлияло на развитие туризма в регионе. Какие проблемы мы еще видим? Видим проблему, что важнейшим элементом любого туристского продукта является его содержательная часть, информационное наполнение. Изначально мы должны понять, что продавая только койки, мы не будем развивать туризм. Туристы приезжают за эмоциями, за новыми впечатлениями. Нередко, когда экскурсии на один и тот же объект существенно отличаются друг от друга. При этом различается и общее восприятие экскурсии, соответственно, и полученные впечатления. Во многом это зависит от навыков самого экскурсовода, но основная причина заключается в разрозненности предоставляемой информации, отсутствии унифицированного экскурсионного материала. Характер этнографического туризма предполагает не столько созерцательный процесс, сколько желание получить больше информации об истории, культуре, бытии, традициях, гастрономических, в том числе народных промыслах и так далее. Ориентируясь на цели, которые мы сегодня перед собой ставим, на тот качественный уровень, которого мы хотим достичь в развитии этнографического туризма, создание унифицированных текстовых материалов для экскурсий по единому стандарту является для Адыгеи одной из первоочередных задач. Это будет каркас, который впоследствии будет использован в различных проектах этнографической направленности. Сегодня существует проблема, с которой сталкивается при проведении групповых экскурсий. Это поиск хорошего экскурсовода, при этом его профессиональный уровень зачастую определяется степенью владения информационным материалом, который нередко берется из различных источников и компонуется в единый продукт на усмотрение самого экскурсовода. Но, на наш взгляд, так не должно быть. Должен быть системный подход, должен быть разработан некий стандарт, материал по экскурсиям, который бы использовался экскурсоводами с привлечением к данной работе компетентных сторон. И в этой связи использование научного потенциала Риги, безусловно, является мощным ресурсом, на котором может быть основана данная работа. Создание единого информационного материала, стандартного, на котором может быть основана данная работа, это только часть работы, необходимое дальнейшее продвижение и использование. Здесь мы видим потенциал в развитии системы аудиогидов с использованием существующих приложений. В Адыгее много природных достопримечательностей, историко-археологических объектов, которые сегодня посещают туристы и просто наслаждаются красивыми видами. Но туристы не получают информацию об истории территории, какова культура и традиции, как гармонично с природой развивалось общество, проживающее здесь, как создавались дольмены, черкесские сады, плодоносящие сегодня, какими ремеслами владели и какой вклад внесен в мировое историко-культурное наследие.
эту информацию мы просто обязаны доводить до гостей республики, сделать это возможно только путем тщательно сформированного информационного материала. Причем интересная и качественная информация об объектах должна побуждать к посещению других мест. Я вот в части этнографии подытожу, а еще я хотел бы, вторая тема, наверное, попозже, да, по развитию пространства. Это тоже. Можно, да, сейчас, если можно, я продолжу. 5 минут. Да, 3 минуты, если можно. Да. Важным также считаем, на чем я завершил сейчас выступление по этнографии, что отдельные объекты должны побуждать для того, чтобы люди приезжали, посещали какие-то другие объекты. Все-таки в туристский оборот сегодня мы должны вовлекать